Страна башен. Это название неразрывно связано с Ингушетией, одним из наиболее насыщенных памятниками средневековой башенной архитектуры регионов Кавказа. В 1966 году грузинский археолог Аврам Шавхилишвили отметил следующее. Наибольшая густота башенных построек отмечается в верховьях реки Ассы, в особенности в местности Галгайче. Ни в Горной Чечне, ни в Осетии, ни в Хевсуретии, ни в долинах рек Черной и Хевсурской Арагвы нигде не наблюдается такого скопления башенных сооружений, замков и жилых башен, как в этом районе Ингушетии. В одном только небольшом ауле Эрзи боевых башен насчитывалось до 20. Имеется основание считать, что горная Ингушетия была родиной башенной культуры. Отсюда культура эта, по-видимому, проникла и в Хевсуретию, и в Осетию, и, возможно, в Чечню. Северная граница распространения башенной культуры проходит по южной стороне лесной полосы Черных гор. Западной границей распространения этих башен следует считать ущелье реки Терек. Но несомненно, что и башни, воздвигнутые в поселениях по левобережью Терека, например, селения Ларс, Чмии и другие, построены ингушами, так как еще из русских письменных источников известно, что по обоим берегам реки, при выходе ее из гор, проживали ингуши. Надо отметить и то обстоятельство, что боевые башни, расположенные на территории Горной Осетии, по сути ничем не отличаются от ингушских, и строили их, по-видимому, ингушские мастера. Чеченские предания приписывают постройку башен либо ингушам, либо майстинцам, либо Тейпу-Бавлой. В ходе своих исследований в 1920-е годы профессор Николай Яковлев посетил селение Цекале майстинского общества на территории современной Чечни и зафиксировал бытовавшие там сведения о башне, архитектурно близкой к ингушским сооружениям. По словам жителей, ее построили мастера, приглашенные из Ингушетии. Посетив в тех же годах область Майстай и другие горные районы Ингушетии и Чечни и изучив их башенную архитектуру, австрийский этнолог Бруно Плечке пришел к следующему выводу. Центр этой своеобразной башенной культуры Северо-Восточного Кавказа, вероятно, находился на территории ингушей, а чеченская территория представляла собой лишь периферийную зону ее распространения. Сходный вывод содержится и в академическом издании «История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века». Сходство между ингушскими, чеченскими, хевсурскими и отчасти осетинскими боевыми башнями очевидно объясняется влиянием Ингушетии на своих ближайших соседей.